Перейдем на другую тему. Она касается вопроса деизоляции Абхазии. Да. И в Турции набирает обороты кампания по деизоляции Абхазии, которая включает в себя признание абхазских паспортов в качестве документов для передвижения, с одной стороны. С другой стороны, кампания, другой частью кампании является открытие коммуникации, прямых коммуникаций между Турцией и Абхазией, которые, собственно говоря, были сразу же после окончания войны. Какой-то период они действовали, то есть люди могли переезжать, пассажирские там катера ходили. Это потом было прервано, но тем не менее вот сейчас вот такая кампания разворачивается. Сперва это была инициативой частных лиц, гражданского сектора, из абхазов и адыгов. И потом эта инициатива уже переросла в том, что 8 политических партий, представленных в турецком парламенте, они выступили единым фронтом и заявили о том, что необходимо деизолировать Абхазию. У нас к этой идее сперва в начале весьма ревностно отнеслась конфедерация абхазских сообществ Турции, Абхазфед, да, сказав, что это движение, оно не имело права, то есть мы должны были быть авторами этим, то есть этой идеи, такая какая-то ревность непонятная абсолютно появилась. Правда, потом, после того, как здесь уже абхазское общество заявило громко о том, что поддержало, и там МИД наш заявил, и некая коррекция произошла, и там встретились эти представители инициативной группы, и члены Абхазфеда встретились и уже пришли к единому мнению, что вот такого рода движение консолидированное необходимо по деизоляции. Вообще, как ты смотришь вообще на эту перспективу? С одной стороны, там, конечно, это 8 партий, и все они оппозиционного толка. Там от левых, правых, там разный спектр этих политических организаций. Насколько это перспективно, насколько это может быть неким элементом внутриполитической турецкой борьбы, борьбы за голоса избирателей, в частности, абхазов, адыгов, их суммарно по разным оценкам до 4 миллионов, в преддверии парламентских выборов, говорят, досрочных президентских выборов, своя специфика. Насколько это является, по твоему мнению, чисто таким внутренним? Или это действительно реально есть возможность как-то это движение перевести на более такое дать ему более широкие движения, сперва от гражданского сектора, пошло, оппозиция подхватила. Может ли допустим, действительно Анкара пойти на такого рода шаги, как деизолировать Абхазию, то есть признать абхазские паспорта, открыть сообщение морское? Естественно, я эту инициативу поддержал, как и ты, и многие другие. Глупо было бы не поддержать. Да, многие наши. При этом, понимаешь, что у нас, к сожалению, последние десятилетия, даже десятилетия, я бы сказал, идет очевидная деградация экспертной и общественной работы вообще. По всем направлениям, по турецкому в том числе. Я внимательно прочитал то, что написал Эльчин Адзенбу. К счастью, у нас есть эксперты такого высокого уровня, которые разбираются и во внутриполитической турецкой кухне. Мы должны в своей работе учитывать то, что она сказала. Потому что там могут быть какие-то свои подводные камни. Но, вы понимаете, в политике так не бывает, что все со знаком плюс или все со знаком минус. Это постоянная борьба. Она призвала к расширению
круга людей, с которыми нужно работать. Потому что решения по столь значимому вопросу, кулуарные они будут или какие-то официально озвученные, они принимаются в правительственных коридорах. Вот. Чтобы это не выглядело как фактор внутриполитической какой-то конкуренции в Турции. Да, вот об этом она, кстати, предупредила. Мы это должны иметь в виду. Вот еще раз, возвращаясь к реакции нашего общества. Она, конечно, вот такая, как напоминает бенгальский огонь. Вот что-то произошло такое реактивное, мы сразу вспыхнули, потом раз и утухли, и забыли. И утухло, и забыли, и прошло. А через полгода никто и не вспомнит. В этом беда. Мне кажется, все-таки у нас есть же какие-то общественные организации, профильные учреждения, которые на государственные деньги существуют. Вот у нас раньше периодически проходили какие-то конференции, в том числе по правовым вопросам, где обсуждалось, как вот наше положение с точки зрения международного права. Как вот ограничены мы в своих правах, в свободе перемещения, в других вопросах. Вот, в вопросах образования. В международной политике существует только то, что есть в информационном пространстве. Если мы ничего сами не говорим, слава богу, наша группа нашлась турецких абхазов, которые эту тему подняли. Но она же, эта инициатива, в первую очередь, наверное, отсюда. И у них нет такой непосредственной проблемы, чтобы их деизолировали. У них паспорта, позволяющие свободно перемещаться по миру. Вот. Отсюда никакой инициативы не проистекает. Ну, вот в качестве предложения, можно же провести научную конференцию, научно какую-то, которая будет иметь еще общественный какой-то резонанс, где будет описано, в каком история, во-первых, вопроса описана. Как вот происходило вот это закручивание гаек, каким нормам международного права это противоречит, каким последствиям это ведет. Даже если отвлечься, даже вот если о грузинской стороне говорить, вот, если, как это нетрудно, если отвлечься от их внутриполитических противостояний, деизоляция Абхазии, она их интересам тоже не противоречит. Вот. Но не всегда, всегда оттуда создаются препятствия. Вот и переговоры, мы вели переговоры, допустим, с одного на другое чуть перекидываясь, переговоры после вооруженного конфликта вели, подписали документы о неприменении силы, о миротворческих силах, о возвращении, порядке возвращения беженцев. Потом сказали, что это нас не устраивает, это очень медленное возвращение. Сейчас сотрясают воздух, что вот 300 тысяч беженцев. Хотя в Абхазии столько не жило. 243 тысячи по и мы вернули в Гальский район порядка 50 тысяч беженцев. Вот. Но все равно это, видимо, цифра круглая. Вот. То есть тогда разрушили... Потом были у нас переговоры о конфедеративных отношениях. Союзная, общая, там разная терминология использовалась. 97-98 год, вплоть до майских событий. Опять внутриполитические обстоятельства в Грузии все время. В итоге кто от этого выиграл? Ни беженцы не выиграли, ни общество грузинское не выиграло. То же самое касается этого вопроса. Я бы, честно говоря, считал бы рациональным, если бы грузинская сторона не препятствовала вопросу деизоляции Абхазии. Потому что это тоже можно рассматривать в пакете укрепления миродоверия. Вот. Что касается Анкары, это гораздо было бы легче, естественно, это любому понятно, что если бы грузинская сторона сказала, что не возражает, это было бы легче решалось. А так, естественно, трудно предсказать, сколько это времени займет и принесет ли какие-либо результаты. Но само по себе то, что есть активность и нашего общества, и наших соотечественников вокруг этого важного дела, оно само по себе это уже является результатом. Понимаешь?
вне зависимости, будут наши паспорта в Турции признаны или нет, значит, общество задумывается о своих перспективах, моделирует как-то свое будущее. Это, значит, живое общество. Это же не единственная проблема. У нас полно других проблем. Вот. Просто, иногда, вот вспоминаешь, как это у нас происходило в 90-е, начале 2000-х годов, какая была живая реакция, инициативная такая позиция разных людей, организаций. Сейчас как будто это вот какое-то такое застывшее болото. Иногда что-то там оттуда вырывается. Вот в таком состоянии невозможно добиться никаких результатов. И по всем фронтам, по всем направлениям надо работать. Где-то выстрелит, где-то нет. Точно можно сказать, если ничего не делать, ничего и не будет работать. Вот видишь, жизнь заставила заниматься вопросами топлива, допустим. Так? Вот. У нас таких вызовов будет много. И придется этим заниматься. Если ты назвался груздем, полезай в кузов. Мы же сказали, что мы независимое государство, так? А независимое – это не просто набор законодательных актов и политических деклараций. Это деятельность. Наполнение вот этих Да, это деятельность. Да, содержанием. но это вообще творческий процесс. Если у нации нет этого творческого процесса, она начинает выцветать, блекнуть, что мы, И потом растворяться. к сожалению, мы это и наблюдаем. И мы про абхазский язык с тобой говорили. Вот. Хорошо, что есть активность. Даст это что-то, не даст, тоже я не знаю. Вот. Живое должно быть общество. Никто о нас не позаботится, если мы не будем подавать признаков жизни. Вот что хотел сказать. В любом случае, в наше неспокойное время, да, не только в неспокойное время, в любое время, спокойное, неспокойное, должны быть какие-то четкие планы на будущее. И причем несколько вариантов по вообще любым направлениям, когда должен быть план А, план Б, план В, некое моделирование ситуации и так далее. То есть я вот исхожу опять же с этого бензинового кризиса, когда у нас при Аслане Бжане вдруг решили, что у нас необходимо этот топливный рынок весь отдать в одни руки, нужно было думать и об этих последствиях. Как все это отобразится. Не только в том, что наши автозаправочные станции будут такие красивые, ухоженные и так далее. Но когда на этих автозаправочных станциях нет бензина, это самая главная проблема. Да? То есть, мне кажется, отсутствие вот такого глубокого анализа, отсутствие прагматичного, реально прагматичного плана. Ты понимаешь, что я считаю, что люди же, мы же с тобой не во всех областях специалисты, правда же? Нет, конечно. Бензиновой я не специалист, и в этих монополиях всех так далее. Но есть механизмы. Надо просто привлекать экспертное сообщество там, где мы не разбираемся. Давать публичное звучание проблемы. Но многие вещи, я вижу, делаются, но у них нету грамотного публичного сопровождения. Поэтому у людей недопонимание. Астамор, для того, чтобы вот у тебя есть деньги, да, вот ни один здравомыслящий бизнесмен не скажет тебе, что все свои деньги нужно положить в один конкретный банк. Да-да. Он его раскладывает по разным банкам. Такие случаи в истории человечества чего только не было. Иначе не было бы банкротства. Да, я и к этому и веду, к тому, что когда у нас, собственно говоря, нет своей нефти, там нефть где-то она может и лежит, но нет ни переработки, нет ни добычи, ничего, и мы, в общем-то, этот бензин закупаем. И когда ты закупаешь этот бензин, все-таки должны быть разные источники. Мы сейчас по кругу с тобой пошли. Да, по кругу. Я с тобой согласен, да, поэтому мы говорили о диверсификации. Вот на этом мы, собственно говоря, и завершим наш разговор на том, что Астамор согласен. У кого что болит, да. А я не езжу за рулем. Поэтому я больше... езжу, сейчас вот как-то так получилось, что не только я, наверное, большинство водителей абхазских, они вечером ложатся с мыслью, где заправиться
завтра заправиться, где найти этот бензин. И утром они с такой же мыслью встают. И я думаю, у государства это должна быть самая последняя проблема в реальности, когда ее граждане, как бы основная их мысль заключается в том, как достать бензин. В общем, чтобы у нас таких проблем не было, я буду закругляться. Астамор, большое спасибо. Спасибо, всего доброго. Да будет свет. До свидания.